Сталкинг. Это английское слово переводится как «преследование», а термин означает навязчивое внимание к какому-то человеку со стороны другого человека с целью установления власти и контроля над ним. Как правило, это выражается в преследовании жертвы, слежке за ней, домогательстве, запугивании. В России такие действия преступлением не считаются, поэтому не ведется и статистика этого вида насилия. А вот, к примеру, по американской статистике, за год в этой стране преследованию подвергаются около 7,5 миллионов человек. С каждым годом во всем мире увеличивается и такая форма психологического насилия, как киберпреследование. Большинство жертв сталкинга – женщины. Они чаще всего страдают, когда преследование заканчивается физическим насилием и даже погибают от рук сталкеров, среди которых нередко оказываются бывшие мужья или партнеры. Как защититься от сталкинга? Как привлечь к ответственности взорвавшегося тирана, который считает, что он вправе контролировать чью-то жизнь? Итак, сталкинг – это повторяющееся нежелательное поведение сталкера, преследователя, которое выражается в негативном поведении, в преследовании, создании неприятных ситуаций, а также угроза жизни и здоровью. Потенциальными и реальными жертвами сталкера могут стать некогда близкие люди, сослуживцы, либо коллеги по профессии, близкие и незнакомые люди. К сожалению, такое поведение может сопровождаться физическим насилием или даже убийством. Около 60% жертв сталкинга – женщины, 83% преследователей – мужчины, около 50% сталкеров – бывшие мужья или партнеры. Таким образом, сталкинг несет в себе значительную угрозу для безопасности личности и может проявляться в различных действиях. Это сбор информации о потерпевшей, в том числе с использованием закрытых источников, путем опроса ее знакомых, близких и друзей. Получение личной информации через взлом социальных сетей, похищение документов, проникновение в жилище. Слежка, в том числе с использованием технических средств. Запугивание, шантаж, угрозы, навязывание своего присутствия, подкарауливание у дома, у работы, и так далее. При этом сталкер может проявлять свои действия не только по отношению к пострадавшей, но и к ее близким. Еще один вид сталкинга – это кибер- и онлайн-сталкинг. Признаки киберсталкинга. Большое количество электронных писем и сообщений с унижениями, обвинениями, настояниями о встрече. Тотальный сбор личной информации о жертве. Отслеживание интернет-активности и IP-адреса. Заказ вещей или товаров на имя жертвы. Публикация оскорбительных комментариев в адрес жертвы на ее страницах в соцсетях. Создание фейковой страницы жертвы в соцсетях. Действия сталкера заставляют человека менять свой привычный образ жизни, чтобы повысить уровень безопасности. Под угрозой оказывается психическое и эмоциональное здоровье жертвы. Жертвы преследователей, находясь в постоянном стрессе, переживают страх и тревогу, начинают страдать паническими атаками, ночными кошмарами, бессонницей, депрессиями. Они также могут нести экономические потери, связанные со снижением трудоспособности, вынужденной покупкой товаров для самозащиты, вынужденной сменой места работы или даже места жительства. Ситуация усугубляется тем, что зачастую женщины, сталкивающиеся со сталкингом, чувствуют себя в изоляции. Все потому, что жалобы на преследование часто объясняются окружающими так: «Он в тебя просто влюбился и поэтому не оставляет в покое». И как будто бы все говорит об этом. Цветы, подарки, телефонные звонки, дежурство у подъезда. Но тотальную слежку, круглосуточные звонки, сообщения на мессенджеры, проникновение в жилище, взлом личных данных нельзя объяснить влюбленностью. Это насилие над личностью. Сталкингу более всего подвергаются женщины от 25 до 34 лет, с наиболее высоким уровнем образования и активной социальной жизнью, более высоким социальным экономическим статусом. Наиболее высокий процент жертв среди женщин-руководителей, предпринимательниц и женщин творческих профессий, имеющих свой независимый доход, высшее образование, активный досуг. Также в этой категории высок процент одиноких женщин, которым некому довериться, у которых нет друзей и родственников, способных их защитить. Как можно обезопасить себя в ситуации сталкинга? Прежде всего, думать о себе, а не зацикливаться на преследователя. Иначе не избежать психологических проблем. Открыто заявляйте об этом, пишите в соцсетях, рассказывайте коллегам, родственникам, друзьям. Ни в коем случае не нужно поддаваться на предложение сталкера о встрече и личной беседе, в том числе и с участием третьих лиц. Обязательно нужно фиксировать неадекватное поведение сталкера. Необходимо делать фотофиксацию, слежки, если вы заметили, а также сохранять аудио и видеоматериалы и сообщения, которые он вам присылает.
Подумайте и о своей кибербезопасности. Настройте двухэтапную аутентификацию для доступа в ваш аккаунт. Блокируйте все входящие звонки от нежелательных лиц. Контролируйте доступ к своим социальным сетям. И, наконец, обратитесь в правоохранительные органы. Хотя норм, запрещающих сталкинг, в законодательстве Российской Федерации в настоящее время нет. Официально навязчивое преследование не является ни преступлением, ни правонарушением. В то же время законодательство содержит административные и уголовные нормы, имеющие пересечение с теми деяниями, которые входят в понятие сталкинг. К примеру, за защитой неприкосновенности частной жизни можно и нужно обратиться в суд в гражданско-правовом порядке. Это повод обратиться в правоохранительные органы, если действия сталкера подпадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно угроза убийства, либо же причинение вреда здоровью. Незаконный сбор и распространение информации о частной жизни лица, которая содержит личную или семейную тайну без его согласия, либо распространение этих сведений в публичных выступлениях или в средствах массовой информации. Незаконное проникновение в жилище, связанное с применением насилия, либо с угрозой такого применения, а также оскорбление и клевета. Для защиты от преследователя можно использовать и Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности статьи о защите нематериальных прав. А это жизнь и здоровье, достоинство личности и личная неприкосновенность, охрана изображения гражданина, охрана его частной жизни, а также защита деловой репутации. Это значит, способы борьбы с преследователями есть. Не замыкайтесь, не становитесь жертвой. Защищайтесь с помощью общественных рычагов влияния и доступного законодательства.